Добрый день! Представляем вашему вниманию подкаст «Открыто о главном». Сегодня у нас в гостях генеральный директор Самрук Казинаконтракт Ильдар Талгатович Доскенов. Ильдар Талгатович стоит у руля ключевой структуры, отвечающей за прозрачность, эффективность и развитие системы закупок в группе компаний Самрук Казина. Также у нас сегодня в гостях Нурлан Сакенович Шарипов, заместитель генерального директора Самрук Казинаконтракт, и Данияр Аманбаевич Калимулдаев, директор департамента HR-службы Самрук Казинаконтракт. Добрый день! Сегодня тема у нас закупки без барьеров. Мой первый вопрос, Ильдар Талгатович, вам. Чем для вас сегодня является Самрук Казинаконтракт? Это про цифры, систему или все-таки про людей? Наверное, на сегодня Самрук Казинаконтракт – это система, которая объединяет в себе и процессы, и людей, и цифры. Цифры нам позволяют принимать взвешенные решения. Система обеспечивает нам эффективность и прозрачность. И люди – это тот, кто стоит у руля и создает эту структуру. Да, все-таки можно сказать, что это и про людей, и про цифры, и про систему, да? Какие вот основные вызовы вы видите в закупочной системе сегодня, Нурлан Сакенович? Закупки всегда вызывают очень много вопросов, и очень часто это проблемные вопросы. И, безусловно, самым основным фактором является обеспечение транспарентности и прозрачности системы закупок. Это проблема не только, если говорить о закупках фонда, это проблема всех регулируемых закупок. Зачастую, даже вот если смотреть интервью, либо читать какие-то новости, то нередко со стороны журналистов, со стороны, можно сказать, и депутатского корпуса, то есть поднимаются такие проблемные, можно сказать, вопросы. Опять же, идем к тому, что кто-то не смог проучаствовать в закупках, где-то один источник, как обычно, слишком большой, скажем так, завышен. Поэтому в целом система закупок, я говорю о всей системе закупок регулируемых, она требует постоянного совершенствования, постоянно поиска новых решений. То есть, и если так посмотреть, то 1 января текущего года был принят закон о госзакупках. Это что касается государственных закупок. До этого буквально года 3 назад последние изменения были вносились. Если смотреть о закупочной системе фонда, то, безусловно, тоже на уровне Совета директоров фонда поднимаются вопросы и вносят соответствующие изменения в наш порядок закупок. То есть этот процесс, он непрерывный и требует постоянного совершенствования. А какие основные изменения, может, новшества, модернизация произошла в рамках импортозамещения и поддержки отечественных товаропроизводителей? Если смотреть сейчас систему закупок фонда, то на сегодняшний день она является, наверное, самая большая ориентирована на отечественных производителей. Действующий порядок фонда предусматривает более 16 мер поддержки, и большинство из которых в других регулируемых закупках отсутствует. Как осуществляется поддержка? Это в первую очередь это безусловный приоритет. Если говорить простым языком, то компании, которые являются отечественными товаропроизводителями, закуп первоочередной осуществляется среди них, а потом только на общих основаниях. Если говорить про импортозамещение, то это новое производство, когда тебе дают контракт в обмен на инвестиции, ты вкладываешь свои деньги в заводы, в компании, и Самрук Казна предоставляет тебе долгосрочный контракт, чтобы ты мог свои инвестиции сделать возврат. Теперь, если говорить про цифры, то за 2024 год мы сегодня заключили в оффтейк-контрактах, это на 191 миллиард, что в 10 раз больше, чем за 2023 год. Если говорить о проведенных закупках среди отечественных товаропроизводителей, это где-то порядка 1,1 триллион закупок товаров среди отечественных товаропроизводителей. Это основные фишки, которые есть в наших организациях. И если говорить на языке уже поставщика, то сегодня, когда ты участвуешь в закупках, для отечественного товаропроизводителя финансовые расходы равняются нулю. То есть у нас нет обеспечения заявки для отечественного товаропроизводителя, нет обеспечения исполнения договора для них. Есть обязательный авансовый платеж, есть сроки для изготовления товара, есть обязательные платежи, когда заказчик после исполнения и после подписания актов обязан тебе выплатить в установленный срок потраченные твои деньги на товар. Можете рассказать процесс, механизм
заключению оффтейк-контракта? В первую очередь мы формируем пул товаров чистого импорта. То есть это те товары, та продукция, которую наши компании фонда, то есть мы консолидируем это все, закупают за рубежом. Ну, то есть импортная продукция, которая ввозится различными дистрибьюторами. То есть мы сформировали данный пул, на ежеквартальной основе его актуализируем. Сейчас пул товара у нас содержит более 16 тысяч позиций. То есть это тот потенциал, где инвесторы, которые придут в Казахстан, либо наши предприниматели, которые захотят открыть свое дело, открыть производство на территории Республики Казахстан, могут выбрать данную позицию и после чего подать заявку нам на рассмотрение. Смотрим, какие будут инвестиции, сколько будет создано новых рабочих мест, устроено рабочих. То есть вот эти все моменты мы полностью собираем, анализируем, и в последующем уже фондом принимается решение об одобрении данного проекта. То есть с данным производителем, после чего заключается оффтейк-контракт. Оффтейк-контракт, что это такое? Он, получается, гарантирует сбыт готовой продукции, которую производитель произведет в будущем. То есть контракт заключается сейчас, но как только он наладит выпуск этого производства, то у него уже будет, то есть компания фонда обязана будет купить только у него. И все. Но при этом, безусловно, мы ждем тоже ответную реакцию, скажем так, от бизнеса, от производителей. В каком плане мы устанавливаем встречные обязательства. То есть если мы даем тебе такой приоритет в качестве гарантированного сбыта, то будь добр и тоже возьми на себя обязательства, те же самые по локализации данной продукции. Я считаю, что чтобы проводить такую работу, эффективную, глобальную, нужно, чтобы и кадровый состав коллектива был сильный, да, мощный, профессионалы, чтобы они следили за каждым. И, возможно, даже критика поступает, да, насчет кадрового состава. Есть такое, Эльдар Талгатович? Безусловно, есть всегда, как говорится, лучший враг хорошего. Угу. Поэтому мы, когда формируем команду, это не просто набор специалистов, это люди с общими ценностями, профессиональные, какие-то есть профессиональные навыки у них. Это люди, которые разделяют и могут помогать друг другу. Какая работа проводится в сфере HR, вот именно по этому направлению? При формировании команды в целом есть у нас правила при отборе сотрудников. У нас идут несколько этапов. Идет отбор этапов, потом собеседование. А после собеседования идет этап тестирования, где мы, соответственно, всегда ориентируемся на профессиональное качество каждого сотрудника. Чтобы каждый сотрудник, когда приходит в нашу компанию, он понимал цели и задачи. Поэтому мы очень открыты, мы очень прозрачные. Может участвовать каждый желающий. В целом в компании созданы все условия для молодых сотрудников. А насчет обучающих программ? Насчет обучающих программ, здесь у нас тоже очень сильно развито данное направление. Почему? Потому что перед тем, как мы проводим обучение, мы понимаем, что в целом изучаем стратегию компании. Есть определенно ответственные департаменты, производственный персонал, мы их называем, да, отраслевые департаменты. По каждому департаменту, когда они сами дают, здесь тоже открытость, каждый сам выбирает тему, направление обучения, но, соответственно, она согласовывается с вышестоящим руководством. Касательно того, что уже говорим, английский язык и другие языки, сейчас у нас компания прорабатывает данный вопрос, чтобы он был доступен для всех сотрудников, для молодых. Мы очень открыты, мы очень доступны, даем все условия для наших сотрудников. Здесь и вопрос мотивации. Есть понятие, как меритократия, и молодых сотрудников трое уже стали первыми руководителями. В том числе Нурлан Сакенович в прошлом году он является резервистом президентского молодежного кадрового резерва. С должности он пришел в эту компанию как рядовой сотрудник, в дальнейшем стал директором департамента, на сегодняшний день он является заместителем генерального директора. Также у нас есть и другие ребят, которые приходили просто стажером, на сегодняшний день они являются директорами департамента. Я в том числе. Да? Да, Эльдар Талгатович в том числе, Я пришел обычным менеджером, главным менеджером, потом стал директором департамента, вырос до заместителя и потом возглавил уже эту компанию. Ну, это отлично. Да, снова же, да, Эльмира? Это мотивация для молодых людей, которые будут смотреть. Да. Здесь, понимаете, мы не только просто занимаемся обучением, если мы возвращаемся, есть и участие в различных проектах. То есть есть, к примеру, проект Джита Хадам, это Головного фонда Самрук-Казна, где у нас был сотрудник, участвовал, и он выиграл данный проект. Также была инициатива наших сотрудников, коллег моих,
Это прием на работу людей с ограниченными возможностями. Это, да, это очень актуальная тема на сегодняшний день. Глава государства поддерживает государственные органы. И мы понимаем, что у них, если раньше всегда они жаловались, что у них нет, ну, действительно были проблемы, возможно. На сегодняшний день у них есть возможность работать в национальных компаниях, крупных компаниях. У них есть мотивация реализовать себя. Также наши сотрудники участвуют не только в тех проектах, которые я говорил, есть другие направления, другие проекты, которые у нас реализуются благодаря поддержке руководства непосредственно Ильдара Талгатовича. Почему? Потому что с любой инициативой мы к нему заходим, объясняем, он говорит, все хорошо, делайте. То есть элементарно даже те проекты, когда мы проводили наши государственные национальные праздники, это в рамках Наурыза было, да, когда сюда пришел, я понял, насколько вовлеченность всей команды молодых сотрудников. Более 50% здесь молодых сотрудников, насколько их вовлеченность. И это не было мотивировано, если вы выиграете, получите, я не знаю, там 2 оклада премии. Нет, такой вопрос даже не шел. Это командный дух компании, в первую очередь, который создаются условия руководства. И здесь данный командный дух, он работает очень сильно. Тот же самый проект «За Казахстан». Когда мы говорим, давайте будем участвовать, есть очень много инициатив, которые реализовали наши команды, наши ребята, и они реализуются. В целом и другие есть проекты, которые мы в будущем сейчас рассматриваем. Я согласна с вами, Данияр, и согласна с тем, что корпоративная политика у любой компании – это очень важный пункт, и очень важно, кто стоит у руля. Ильдар Талгатович, когда вы успеваете, вот я знаю, что у вас очень большой круг обязанностей, функционал у вас очень большой, и когда вы успеваете мотивировать, я думаю, что к вам, наверное, заходят каждый день ваши сотрудники, коллеги. Когда вы успеваете их мотивировать? Как мотивируете? Каким образом? Это ежедневный процесс на самом деле. И метод кнута и пряника есть. Есть и как материальные, так и нематериальные вещи. Но, как говорится, мотивация, она не универсальная. Под каждого сотрудника, под каждого руководителя есть определенные методы. Поэтому стараемся применять. Где-то получается, где-то нет, но в целом я думаю, что достигаем своих результатов и намеченных целей. Вернусь все-таки к нашей основной теме. Вы уже говорили, Нурлан Сакенович, о переходе на единый реестр. Вот можете подробнее рассказать, что такое единый реестр простыми словами? Вообще, как туда войти, какие плюсы от этого, что это дает, почему это важно на самом деле? Я считаю, тоже это правильное решение правительства о необходимости о создании и разработке данного единого реестра отечественных производителей. Данный реестр вступит в силу с 1 января 2026 года. Приоритеты – это, опять же, освобождение от всех видов обеспечений, это заявки, исполнение договора и немаловажно обеспечение аванса. Это срок оплаты до 5 рабочих дней для отечественных производителей, срок поставки товаров не менее 60, а для сложной продукции не менее 120. То есть, и, безусловно, самое главное, это первоочередный приоритет закупа у отечественных производителей. Даже если в реестре находится один производитель по данной продукции. То есть ему отдается полностью этот заказ. И возвращаясь к разработке единого реестра, то первое это digital screening. То есть прежде чем попасть в данный реестр, компания будет проходить полностью, его будут сверять с базами данных государственных органов, то есть элементарно оплачивает ли данная компания налоги. И на втором этапе, здесь уже по мере необходимости, будет осуществлен выезд на данный предприятие. Вот резюмируя все, о чем мы говорили, я хочу задать один вопрос. Каждый можете ответить, да, коротко. Я, допустим, бизнесмен, как вот мне стать частью экосистемы фонда? Ну, в первую очередь, если ты являешься уже предпринимателем, тебе нужно просто зайти на наш сайт zakup.sk.kz, в один клик зарегистрироваться и принимать самое активное участие. Возможно, даже, не буду говорить, что это проблема, возможно, вопрос возникает еще из-за того, что недостаточная информированность идет. И для этого мы сегодня здесь собрались, чтобы рассказать об этом, рассказать, что это очень просто на самом деле, да, зайти на сайт, зарегистрироваться и получить дальнейшую инструкцию, прочитать. Можете озвучить телефоны колл-центра? 570275 – это общий телефон, и там сразу соединяется колл-центр. То есть там напрямую можно поговорить и озвучить все свои вопросы, получить ответы, да? Да. На самом деле сегодня мы поговорили на такую тему, и мы не все раскрыли, да, можно так сказать, но это наш первый выпуск, поэтому предлагаю меньше критиковать, больше предлагать, действовать, разрабатывать вместе с нами, может быть, какие-то новшества вводить, да.
Спасибо за беседу, Ильдар Талгатович, Нурлан Сакенович, Данияр Аманбаевич, за открытый, прежде всего, да, информационно насыщенный разговор. До новых встреч. Продолжим в следующем выпуске.